Барсыса был известным праведником, абидом, еще со времен Бану Исраиль. Великий праведник, очень набожный человек. Он был монахом, в нашем понятии шейхом. И пока я буду рассказывать вам историю о Барсысе, дорогие братья, постарайтесь не столько размышлять о Барсысе, сколько о себе. Попробуйте встать на его место. Барсыса был великим ученым, таким, которые молятся Аллаху, очень богобоязненным. Вся его община знала о нем. У него даже был свой храм, в котором он поклонялся Аллаху день и ночь. 3 брата решили отправиться на священную войну, джихад, но у них была сестра. И тут они озадачились, кто же останется присматривать за сестрой, если все пойдут на джихад. Тогда они решили, кто может быть лучше, чем Барсыса. Он очень набожный, он богобоязненный. Все очень уважают его. Кто сможет присматривать за нашей сестрой лучше, чем Барсыса? И вот они приходят к Барсысе. Обратите внимание на хитрость шайтана. Посмотри, мой брат, с чего все начинается. Они приходят к Барсысе и говорят: «О, Барсыса, мы собираемся отправиться на джихад, и мы хотели бы узнать, не смог бы ты присмотреть за нашей сестрой?» Барсыса тут же отвечает: «Да упаси Аллах от козни шайтана. Это шайтан, что вы, ни в коем случае». Братья расстроились и ушли. После чего шайтан пришел к Барсысе. Итак, шайтан пришел к Барсысе и говорит: «Барсыса, брат, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Эти люди отправляются на джихад. Они уходят навсегда. Они уходят ради Аллаха. Послушай, Барсыса, если ты не присмотришь за ней, то кому тогда остается присмотреть за ней? Ты самый благородный, самый богобоязненный человек. Если они оставят ее под чью-то чужую ответственность, что, по-твоему, с ней должно случиться?» Тогда Барсыса задумался. Может быть, мне стоит присмотреть за ней, ради Аллаха, ради этих братьев? Обратите внимание на хитрость шайтана. Когда шайтан стучится к вам в дверь, он совсем не ждет того, чтобы вы настежь распахнули ее перед ним. Просто приоткройте немного. Просто чуть-чуть, чтобы спросить, кто там. Вот и все. Вот что ему от вас требуется. Небольшая щелочка. Это все, что нужно шайтану. Он располагает массой времени. Барсыса зовет братьев и говорит: «Послушайте, ради Аллаха я готов присмотреть за вашей сестрой, но она не будет жить со мной». Барсыса был богобоязненным мужчиной. Настоящим мужчиной, который боялся Аллаха, братья мои. А теперь представьте себе и проведите параллель со своей жизнью. Он говорит: «Ваша сестра не будет жить со мной, но я предоставлю ей место в доме, расположенном прямо за моим храмом. Она будет жить там, а я буду жить здесь». Братья согласились, сказали: «Без проблем». И вот братья отправились на джихад. Барсыса готовил для девушки еду и оставлял ее за дверью своего дома. Каждый раз ей приходилось выходить из дома, направляться к дому Барсыси за едой и возвращаться обратно. Посмотрите, насколько богобоязненным он был перед Аллахом. И что же произошло? Он уже приоткрыл эту дверь, предоставил шайтану эту щелку. Так продолжалось некоторое время, а у шайтана предостаточно времени. И вот однажды шайтан приходит к Барсысе и говорит: «Барсыса, разве ты не видишь, что когда ты оставляешь еду за своей дверью, ей приходится выходить из своего дома и идти всю дорогу до твоего дома, чтобы забрать еду? Это же искушение, фитна. Ведь она на виду у людей, люди видят ее. Поэтому я думаю, Барсыса, продолжает шайтан, его приятель, я думаю, что тебе уместнее было бы оставлять еду у ее двери». Логично, правда? И вот теперь Барсыса готовит еду, приносит еду к дому девушки, стучит в дверь и уходит. Проходит некоторое время, и шайтан говорит Барсысе: «Послушай, Барсыса,
А ведь ей все равно приходится самой открывать дверь. Занес бы уже еду ей в дом. Проходит время, братья не возвращаются. Тут шайтан снова приходит к Барсисе и говорит: «Послушай, Барсиса, сколько времени уже прошло? Девушке даже не с кем поговорить, ни друга, и не с кем подружиться. Может быть, тебе стоит поговорить с ней, иначе она выйдет на улицу, и Аллаху виднее, совершит какую-нибудь фитну, выйдя из дома. Все ради Аллаха, так ведь?» Барсиса подходит к дому девушки. Обратите внимание, он все еще испытывает страх перед Аллахом. Он заводит с ней разговор, не заходя в дом. Выкрикивает что-то. Она толком и не слышит, что он там кричит. После некоторого времени шайтан говорит: «Барсиса, что за дела? Что ты позоришься? Выкрикиваешь что-то перед всеми. Зайди по-нормальному в дом и поговори с ней». Братья, уже совсем скоро он разговаривал с ней, находясь внутри ее дома. Каждая беседа становилась чуть длиннее. Сначала просто поговорили, потом ему захотелось увидеть ее. Увидев, ему захотелось дотронуться. А уже дотронувшись, тот самый знатный Барсиса совершил прелюбодеяние. Сколько среди нас таких, которые, может быть, и не совершили прелюбодеяние, но идут по стопам Барсисы? Теперь он совершил прелюбодеяние. Девушка забеременела. У нее рождается малыш. Тут шайтан приходит к Барсисе и говорит: «Барсиса, брат, а если братья вернутся и увидят этого малыша? А ведь девушку оставили под твою ответственность. Как ты собираешься им все это объяснить?» Тут он засуетился и говорит: «Что же мне теперь делать? Барсиса, надо убить младенца. Надо избавиться от улик». В итоге Барсиса убивает младенца. Что там у нас уже на счету? Прелюбодеяние и убийство. Через некоторое время шайтан возвращается и говорит: «Барсиса, неужели ты думаешь, что она будет молчать о том, что произошло? Неужели ты думаешь, что она не расскажет своим братьям о том, что ты тут натворил?» Он говорит: «И что мне теперь делать? Убей ее тоже». Прелюбодеяние и двойное убийство. И вот возвращаются братья. «Барсиса, где наша сестра?» Он отвечает: «Аллаху мы все принадлежим, и к Нему все возвращаемся. Ваша сестра заболела тяжелой болезнью, и Аллах забрал ее к себе». Барсиса был знатным набожным человеком, абидом, большой шейх, он не лжет. У братьев не оставалось выхода. Они спросили, где она. Тот показал им ложную могилу, указав на определенное место. Они прочитали над ней молитву и разошлись по домам. На следующее утро один из братьев говорит: «Знаете, вчера мне приснился какой-то странный сон». Другой брат говорит: «Мне тоже приснился странный сон, рассказывай свой». Тот начинает рассказывать: «Мне приснилось, что наша сестра не болела. Она забеременела, родила мальчика, но была убита вместе со своим ребенком. И мне приснилось, что она была похоронена совсем не там, где нам показали, а в другом месте». Второй брат говорит: «Знаешь, мне приснился тот же самый сон». Тогда они говорят: «Не может быть, чтобы мы ошиблись одновременно». Они направились на место захоронения, которое они увидели во сне, раскопали его и обнаружили тело сестры и ребенка. Они вернулись к Барсисе. «Барсиса, ты нас обманул. Мы знаем, что произошло на самом деле. Вставай, пойдем к правителю». Вы только посмотрите на ловушку шайтана. Посмотрите на эту коварную ловушку запретного. Посмотрите, к чему привел один единственный взор на девушку. Лишь один взгляд. Одна сигарета, скажете вы. Всего одна сигарета. Я же не косяк забиваю. Нет же. Конечно нет. Это же не гашиш. Всего лишь сигарета, брат. Да, брат. Пока еще только сигарета. Пока это просто взор, брат. Пока еще между вами просто смс-ка, брат. Пока она просто подружка ВКонтакте.
Завтра ты уже и не заметишь, к чему все приведет. Понимаешь? А теперь представь себе, что мы идем по одной дороге. И я поворачиваю на 1 градус. Всего на 1 градус. Сколько их всего? 360 градусов. А я поворачиваюсь всего лишь на 1 градус. Разве ты заметишь, что я повернулся на 1 градус? Практически нет. Но после продолжительной дистанции, после долгого пути, даже несмотря на то, что это всего лишь 1 градус, насколько я в итоге отклонюсь от изначального пути? На промежуток с огромной разницей. Да, это всего лишь 1 зор, 1 взгляд. Да, 1 сообщение. Да, всего лишь 1 заем. Знаешь, брат, вот сейчас я серьезно попал. Мне позарез необходимо оформить вот этот единственный кредит. 1 раз и все. Я горю, брат, я горю. Да, конечно, всего 1 раз. Но стоит только тебе приоткрыть эту дверь, брат. И вот, куда они теперь ведут Барсысу? К правителю. По пути Барсыса размышляет над ситуацией и думает, как же я попал в такую кашу? Прелюбодеяние, двойное убийство. И теперь меня казнят. Когда они пришли к правителю, шайтан появился перед Барсысой в человеческом облике и сказал: «Барсыса, ты знаешь, кто я такой?» Тот ответил: «Нет». Он продолжил: «Барсыса, я шайтан. Я тот, кто заварил тебе всю эту кашу. И я тот, кто еще может как-то спасти тебя». А кто такой Барсыса? Разве он был обычным рядовым человеком? Кем он был? Алимом, абидом. Он был ученым. Он был праведником. Но все это произошло только потому, что он открыл дверь шайтану всего лишь 1 раз. Он даже не открыл. Он просто выглянул краем глаза. Сегодня же наши ворота открыты настежь. Да не только ворота, двери, окна, ставни. Все настежь открыто для шайтана. Шайтан сказал: «Барсыса, я могу вытащить тебя, друг. У меня есть спасательный круг специально для тебя, Барсыса». Тот отвечает: «Все, что угодно, умоляю, вытащи меня отсюда». Шайтан говорит: «Барсыса, соверши мне земной поклон, саджда. Просто соверши мне земной поклон, и я вызволю тебя отсюда». И вот Барсыса совершает ему земной поклон, и шайтан говорит: «Прими мою благодарность. Рад был нашему знакомству. Саляму алейкум». Немного спустя его распяли и казнили. Каким же поступком завершилась его жизнь? Ширком. Куфр высшей степени. Но как же так? Да просто приоткрыл дверь. Спрашивайте, ради кого он открыл эту дверь? Ради Аллаха. И посмотри теперь, к чему это все привело, мой брат. Знаешь, брат, я не собираюсь читать тебе морали о запретном и дозволенном. Это твое дело, делай, что пожелаешь. Но клянусь Аллахом, мой брат, если ты открыл дверь шайтану, ты не сможешь перехитрить его. С каких пор шайтан уже существует? Еще до Адама. Он уже был до Адама. У него гораздо больше опыта. У шайтана намного больше знаний. У него больше знаний по исламу, чем у тебя, у меня и у любого ученого. Будь он ученый, мавляна, шейх, муфтий, как бы ты его ни называл, собери хоть всех ученых мира, у шайтана все равно будет больше знаний, чем у всех них вместе взятых. Не заигрывай с шайтаном, мой брат. Не играй со своей жизнью. Не рискуй. Сколько ты собираешься пробыть на этом свете, брат? 50, 60, 70 лет? Сколько ты проживешь? Сколько ты проживешь? 100 лет? 110? Сколько тебе осталось? А потом ты просто умрешь, мой брат. И этой мирской жизни придет конец.
И тот, кто из вас совершал благие деяния, увидит их. Если же ты совершал злодеяния, ты их тоже увидишь.